Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 11 марта 2020 года. Давайте посмотрим, что ждет нас в этот день. Итак, основная карта, девятка червовая. Давайте посмотрим дополнительные карты для отношений, для работы, для финансов. И потом еще дополнительно хочу советы посмотреть на маг-колоде. На колоде метафорической. Вот она у нас. Пусть она вот здесь наготове лежит. Итак, сегодня день, связанный с новостями. День, связанный с транспортом. Если вы хотите покупать автомобиль, продавать автомобиль, решать вопросы с поездками какими-то, может быть, короткими поездками, покупать билеты, все замечательно делать, будет большая удача. Могут приходить какие-то новые идеи, могут приходить какие-то желания, связанные с достижениями чего-то нового, да, то есть мы ставим перед собой новые цели, новые планы, хотим что-то поменять в своей жизни, загораемся от души этим. А также карта говорит о том, что может быть знакомство с новым человеком или, может быть, даже несколько новых людей придет. События как-то могут поворачиваться совершенно непредсказуемо, и нужно будет как-то быстро реагировать. Ну и вообще вот эта карта говорит о том, что чем больше мы в этот день общаемся, тем лучше, да, тем лучше для нас. То есть мы используем таким образом свои возможности. То есть вот эта информация, которая приходит, она очень важна. Кроме того, карта предупреждает о том, что мы можем как-то начать очень быстро, ярко, а не закончить дело, бросить, да, то есть нужно настраиваться сразу на то, чтобы заканчивать дело, доводить до конца, чтобы был результат. Кроме того, эта карта вот еще, знаете, вот такой войны, да, когда мы можем поскандалить, когда мы можем как-то среагировать очень остро, критиковать и так далее. То есть здесь вот нужно быть очень осторожными, чтобы не ранить других людей. И самое-то интересное, что мы потом сами об этом пожалеем, то есть мы будем думать, как вообще это могло получиться. То есть я совершенно так не думал, почему так сказал, да, то есть вот какое-то такое может быть напряжение внутреннее. И карта говорит о том, что нужно как бы осторожней с высказываниями, с выражениями, да, и кроме того, если мы знакомимся с новыми людьми, то не нужно сразу прям стараться продемонстрировать себя, продемонстрировать все свои самые лучшие качества, способности и так далее. Лучше дать слово другому человеку, да, выслушать. То есть вот здесь тоже очень полезно было бы так сделать. Кроме того, карта связана, знаете, с какими-то новыми идеями, которые впоследствии могут привести к очень хорошему, большому результату, к деньгам, к хорошим. И если говорить об отношениях, то для тех, кто еще не в отношениях, есть возможность замечательного знакомства, тем более, что у нас тут рядом лежит туз бубновый, который говорит как раз о том, что сегодня вы можете просто заметить человека, может быть, даже в толпе, либо, может быть, среди своих прошлых знакомых вы, может быть, не обращали на него внимания, а тут вдруг вам он покажется таким родным и близким, да, могут завязаться отношения, и действительно, этот человек такой веселый, оптимист, человек, который, конечно, любит покрасоваться, любит быть в центре внимания, но все-таки, если вот брать его положительные качества, то этот человек очень как бы многого в жизни добьется, он умеет ставить цели, достигать их, он стремится все время быть как бы первым, быть в центре. Это, конечно же, хорошо для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы добиваться в карьере всего самого наилучшего, во власти занимать какие-то места. И для семьи, конечно, эта карта тоже очень хорошая, потому что здесь человек действительно много делает для семьи, и семья для него важна. То есть это, по сути, вот карта счастья, да, то есть новая встреча для тех, кто еще не в паре, сулит как раз вот такое счастье. Для тех, кто в паре, карта говорит о том, что могут приходить какие-то новые цели для вас, очень важные, которые вашу пару сплотят. Здесь, кстати, может быть известие о беременности, либо для кого-то это рождение ребенка. Также карта говорит о том, что вам просто будет очень хорошо друг с другом, вы будете друг друга ценить и как-то вот стараться приподнять
друг друга в глазах, да, то есть карта говорит о том, что все тут счастливо, замечательно в отношениях, и все вопросы решаются, проясняются, примиряетесь, даже если была ссора, все хорошо. Для тех, кто работает, здесь у нас карты говорят о том, что могут приходить какие-то новости о новых проектах. Допустим, вы давно хотели что-то начать, и вот как раз у вас появляется такая возможность. Вам либо предлагают это, либо у вас идея появляется, либо даже вы уже какие-то первые шаги делаете. Вот по этой карте здесь уже начало, да, то есть вы загораетесь, вы начинаете. Это может быть, кстати, и обучение. Здесь может быть осуществление какого-то как бы небольшого проекта, который вы прямо сегодня можете закончить. И у вас, скорее всего, будет такой творческий подъем, все будет получаться, вы будете как бы играючи работать, замечательный день. Но если вам для достижения чего-то нового нужно учиться, нужно признать то, что недостает профессионального опыта, знаний, да, и нужно обязательно начинать учиться. Хорошо прямо в этот же день начать или поискать информацию, чтобы вот запал не пропал, да, то есть, может, завтра вы проснетесь и уже этого не будете хотеть. Для тех, у кого свое дело, здесь может быть и новые клиенты, здесь могут быть новые идеи, новые партнеры. Но вот смотрите, здесь вы, самое главное, должны действовать через посредников, то есть приглашайте людей, которым вы доверяете, которые разбираются в каких-то тонкостях дела, тонкостях вопроса, потому что вас тут вполне могут обмануть, потому что вы, допустим, в каком-то вопросе не совсем как бы разбираетесь, да, и вот может такая ситуация произойти, что вас просто обманут или подставят, или еще как-то, в общем, воспользуются тем, что вы не знаете. Здесь вот осторожнее. А так, в основном, очень хорошие перспективы. Для финансов карта еще девятка бубновая в дополнение выпадает. И здесь замечательная возможность для того, чтобы закрыть какое-то как бы одно направление и начать другое, да. То есть здесь вот окончание и начало. Карта дня. Самая большая такая сильная энергия, она намного сильнее той, которая вот у нас на убыль идет, да, то есть прям идет новое на смену старого. То есть насчет финансов не переживайте, даже если вы заканчиваете какой-то один проект финансовый, то обязательно начинается новый, не сегодня, так в ближайшее время, либо вы можете по этой карте как бы достаточно заработать в этот день, да, и даже отложить деньги, вот пока что без движения они вам в будущем пригодятся. Ну и вообще, если какое-то направление вашей деятельности не приносит достаточных финансов, нужно подумать о том, чтобы это прекращать и начинать что-то новое. Не зря у нас вот как раз такие энергии. То есть сегодня вы обязательно найдете идею. Может быть, кто-то посоветует, да, может быть, в общем, что-то обязательно у вас прояснится по поводу ваших финансов. Как лучше быть, если вам недостаточно, допустим, заработка вашего. Давайте теперь посмотрим на маг-картах. В чем будет удача дня? В чем будет проблема дня? Вот смотрите, удача дня будет в том, чтобы мы мудро себя очень вели. Если мы не имеем знаний, чтобы мы учились, чтобы мы общались, очень, как бы, в общем, строили комфортные взаимоотношения. Зеленый цвет – это у нас цвет дружелюбия, да, друзей. Карта... сова белая, тем более, она у нас мудрость обозначает. Плюс еще, смотрите, здесь девушка отпускает птицу, да, то есть какие-то рамки, какие-то убеждения у нас могут быть, которые не дают воспринять новое, либо знакомиться с новыми людьми, либо новые идеи принимать. Может быть, какие-то убеждения нам очень сильно мешают, да, в продвижении. И вот карта говорит о том, что нужно отпустить ситуацию, нужно обязательно быть открытыми к тому, чтобы новое впустить. Не нужно прям слишком уж держаться за свои убеждения. Скорее всего, они в чем-то ошибочные. Если у нас что-то не получается в жизни, наверняка какие-то из убеждений нам в этом мешают. Ну и, конечно же, карта говорит о том, что нужно обращаться к собственному разуму, к собственной мудрости. Здесь у нас деревья, да, это как забота о здоровье, чтобы было достаточно жизненных сил, а здоровье и не только, семья тут у нас тоже дерево символизирует, чтобы у нас
всегда была за спиной такая опора в виде нашей семьи, да, близких людей. И тогда мы можем действительно себя реализовать, тогда мы можем себе позволить начинать что-то новое и можем как-то позаботиться о том, чтобы, в общем, проявить себя как индивидуальность, как личность, да, то есть нам обязательно нужно создавать для этого хорошие отношения с близкими людьми, чтобы мы не теряли энергию, когда, вот, допустим, у нас какие-то ссоры, распри, либо мы чувствуем себя одинокими, у нас нет общения, либо еще что-то такое, да, то есть карта говорит еще о том, что удача будет в раскрытии ваших способностей, талантов. Вот здесь у нас на девушку такое вот прямо освещение, да, солнышко светит. Скорее всего, даже это не солнышко, наверное, это в ночи свет, но в любом случае освещение, то есть вы сможете открыть какие-то новые способности, таланты, может быть, какая-то тайна откроется, в общем, то, что вам мешало, уйдет, это удача дня. Теперь то, что мешает. То, в чем проблема дня. Проблема дня в том, что мы закрываемся от других людей, от жизни, от социума, от развития и так далее. То есть мы закрылись в собственном я, да, мы как-то боимся жизни, мы не доверяем никому, и нам кажется, что в жизни ничего поменять нельзя. То есть такие депрессивные состояния, когда мы не верим ни во что. Вот это, конечно же, будет мешать, это не позволит осуществиться всему тому хорошему, что день обещает. Как можно это изменить? Ну, здесь замечательная карта, которая говорит о том, что нужно выходить из собственной берлоги, да, то есть из убежища, в которое мы себя запрятали. То есть даже если мы там уже год сидим, да, или сколько тут у нас снега такие, да, то есть мы, скорее всего, даже, может быть, долгое время не могли насмелиться, да, вот день замечательный для того, чтобы как раз вот выходить из той ситуации, которая есть, делать шаг навстречу своему будущему, и удача будет только тогда, когда мы действуем, то есть бесполезно ждать, что что-то произойдет, нужно обязательно действовать и быть открытыми. И совет дня. Ну, опять же, здесь у нас карта семейная, связь между поколениями. Эта карта может как напрямую говорить о связи с семьей, с родней, да, может быть, у кого-то есть проблемы с отношениями. Вот карта говорит о том, что для того, чтобы у вас был успех, для того, чтобы новое приходило в вашу жизнь и жизнь становилась лучше, нужно обязательно наладить отношения между родителями и детьми, бабушками и дедушками, да, в общем, между вот разными поколениями в вашей семье. Если есть обиды, они могут блокировать вот, приход нового, да, могут блокировать, кстати, здесь вот карта у нас связана, ну, как бы с садом, да, здесь как бы осень такая, то есть могут блокировать результаты. Осень – это результат, когда мы урожай собираем, получаем, да, и здесь вот у нас два поколения, даже через поколение, то есть здесь дети и бабушки, дедушки, то есть нужно подумать, если есть какие-то обиды, если есть какая-то проблема, связанная с родом, с семьей, вот нужно решать, убирать эти обиды, которые блокируют поступление энергии, поступление денег, поступление, ну, как бы приход новых людей в жизнь и так далее, и так далее. Друзья, желаю замечательного дня, всего вам доброго, до новых встреч!